Многие из вас, уверенно, хоть раз в жизни участвовали в благотворительности, передавали деньги или товары незнакомым лицам. В настоящее время информация о благотворительных акциях распространяется через социальные сети. Этим занимаются фонды, которые много лет уже работают в Абхазии, зарекомендовали себя, но и новые лица организации. Кто имеет право заниматься благотворительностью в Абхазии, какие условия они должны соблюдать и как устроено наше законодательство, стимулирует ли оно благотворительность. Об этом в нашем выпуске сегодня. В Абхазии работают разные фонды. Кто-то занимается лечением больных детей, поддержкой малоимущих семей, общественными инициативами и другими проектами. Одним из первых в Абхазии появился культурно-благотворительный фонд «Ашана». Это было в 2008 году. Цель некоммерческой организации – сбор средств на лечение тяжело больных детей Абхазии. Если человек хочет заняться благотворительной деятельностью, создать фонд, как это происходит на начальном этапе? Кто имеет право этим заниматься? Благотворительной деятельностью заниматься имеет право каждый. Главное, чтобы он это делал добровольно и никого не принуждал к благотворительности. И если он занимается без регистрации официальной, он имеет на это право. Но если человек хочет официально заняться благотворительностью, зарегистрировать свою организацию, он должен учредить. Да? То есть там количество учредителей, насколько я знаю, не ограничено по нашему законодательству. Необходимо будет составить устав, определить цели и задачи, то есть уставную деятельность свою, и официально зарегистрироваться в Министерстве юстиции. В уставе прописано, что контрольным органом, контролирующим нашу организацию, является попечительский совет. То есть попечительский совет, он надзирает за нашей деятельностью. Если мы отходим от нашей уставной деятельности, да, делаем что-то неправильно, выходим за рамки нашего устава, они имеют право указать нам на наши ошибки, чтобы мы их исправили, или же могут вопросы поставить о недоверии, да, нашему фонду, руководству. С другой стороны, членов попечительского совета выбираете вы сами. Тогда справедливо возникает вопрос, это, получается, ваши друзья, которые впоследствии друзья фонда. Они сами пишут заявление о том, что хотят войти в состав, значит, попечительского совета, а мы уже как бы принимаем решение. Попечительным фондом может быть лицо, которое пользуется доверием в обществе, уважением. Может ли сейчас какой-нибудь желающий обратиться в фонд и стать членом попечительского совета? У нас ограничения не прописано, но мы для себя сами внутренние ограничения сделали, что не больше 15 человек. Но это на определенный срок они выбираются или... В рамках положения о попечительском совете на 2 года, сроком на 2 года выбираются, и сами члены попечительского совета выбирают председателя попечительского совета. Закон обязывает фонды работать прозрачно, но это касается только зарегистрированных организаций. В случае с остальными, неофициально занимающимися благотворительностью, уповать приходится на совесть. Представители крупных фондов сами заинтересованы, чтобы в республике более тщательно регулировали работу благотворительных организаций. Кадыр, ваша организация, она уже много лет в Абхазии работает, вот как фонд «Ашана», вы уже заслужили определенную репутацию, люди доверяют вашему фонду, но наряду с вами вот появляются различные организации, как-то себя называют, зарегистрированы, не зарегистрированы, тоже непонятно, и вот как оказалось, что не обязательно быть зарегистрированным и заниматься благотворительной деятельностью, то есть сбором средств и так далее. Вот вы как к этому относитесь? На вас как это отражается? Каждая организация должна быть подотчетна не только перед налоговой службой и Министерством юстиции, но и также перед общественностью. Но, естественно, те организации, которые сегодня неофициально имеют статус благотворительной организации,
также, да, они имеют право заниматься благотворительностью, но подотчетно они обязаны. Поэтому мы считаем, что все те организации, которые сегодня пытаются делать благие дела, они обязаны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции. Мы не знаем, то есть завтра какая группа создастся, то есть под видом благотворительной деятельности будет заниматься непонятно какими делами. Ну, не исключено мошенничество, да? Когда мы не видим отчета о проделанной работе, деньги конкретно по статьям, куда, на что потратили. С вами мы также, как и отчитываемся перед налоговой службой ежеквартально, также каждые 3 года мы предоставляем полную информацию Министерству юстиции, где они проводят всю проверку, и комиссия уже в дальнейшем определяет, предоставлять нам статус благотворительности в дальнейшем или нет. Хорошо, а вот движение каждого рубля, вот каждого пожертвования. Вот я хочу быть уверенной, как человек, который, допустим, делает добро, хочу видеть, куда мои деньги конкретно направлены. Вот этот путь, который наши деньги проходят до людей, его можно проследить? Помимо того, что мы проводим операции безналичные, также мы подотчетны и за наличный расчет. То есть это проверяет так и как и банк, и налоговая служба. По поводу того, насколько прозрачно фонды работают. И фонды должны быть заинтересованы в освещении этого вопроса, в повышении доверия, уровня доверия населения к фондам. И как быть уверенным, что фонды действительно работают прозрачно? Любая официально зарегистрированная благотворительная организация, она должна быть подотчетна, то есть она должна проверяться налоговыми органами, тоже сертификационной комиссии, как я уже сказала, выше предоставлять отчет о своей деятельности. Помимо этого, значит, статистические данные, информация о годовом отчете, они должны находиться где-то в таком доступном режиме, чтобы любой желающий, скажем, гражданин мог зайти на этот ресурс и посмотреть все цифры. То есть уважающая себя организация, заинтересованная в работе, в эффективной работе, она сама будет способствовать тому, что эти данные будут в общем доступе. Но с другой стороны, вот где уверенность, что в этих данных вы же там указываете данные, которые на счету находятся и как они потом расходуются. А вот попали ли мои деньги в этот счет? Где уверенность? Но наш фонд очень легко эту проблему как бы решил, ваш вопрос, потому что у нас несколько видов отчетов на сайте. Да, у нас есть свой сайт www.shanakbf.com. Можно зайти в раздел «Отчеты», там есть подразделы, годовые отчеты, ежемесячные отчеты, отчеты на каждого ребенка, подраздел, куда пошли ваши деньги, и отчеты по средствам, которые поступили в копилки добра. Это ящики для сбора пожертвований. Если вы пожертвовали, скажем, на ребенка 5 лет назад, скажем, на Николь Джинджоли, вы заходите в подраздел, куда пошли ваши деньги, открываете там 2015 год Николь Джинджоли, вы сможете там найти свою фамилию и сумму, которую вы пожертвовали. А у нас, значит, 2 счета. Один, он открыт именно с целью сбора благотворительных пожертвований на лечение детей, а второй счет на административно-хозяйственную деятельность фонда. Мы изначально эти средства разделили, чтобы ни рубля не брать с тех пожертвований, которые поступают на лечение. На свою административно-хозяйственную деятельность мы отдельно привлекаем средства партнеров, бизнеса, которые ежемесячно нам перечисляют определенную фиксированную сумму. Они также в ежемесячных отчетах могут увидеть название своей организации, сумму, которую они пожертвовали. Действующий сертификат благотворительности в прошлом году имели только 12 фондов, но при этом, как благотворительные организации, зарегистрированы 115 юрлиц. Сертификационная комиссия анализирует работу фондов по итогам года и может не выдать сертификат, если деятельность организации не соответствует условиям благотворительности. В Абхазии же пока таких прецедентов не было.
Важно, что от налогов освобождаются только те фонды, которые имеют сертификат благотворительности от Минюста. Копилки добра, там нет фамилий пожертвователей. Как быть уверенным, что вот эта копилка, действительно сумма, которая была собрана в этой копилке, она будет отражена в отчете? Мы ключи от ящика для сбора пожертвований не оставляем, да, тем хозяевам или сотрудникам организации, где они установлены. У нас есть выделены специально под это направление сотрудник, который курирует все ключи у него. По мере заполнения ему звонит хозяин или сотрудник, значит, организации, где установлен ящик, и в присутствии, значит, работников этой организации наш сотрудник освобождает содержимое копилки, они вместе считают, по итогу составляется акт, в котором расписываются минимум 3 человека, участника. Большая проблема сегодня стоит не только в том, что люди жертвуют самой организации, но еще и где ставим мы ящики, копилки, то есть пожертвования. То есть эти копилки могут быть и не контролироваться. Сегодня законом не регламентировано контроль тех же ящиков. То есть нужно также говорить о том, чтобы внесли поправку о также контроле самих ящиков. Ну, сегодня формальный контроль существует. Могут быть такие ситуации мошенничества, да, то есть некая договоренность с хозяином магазина и тем человеком, который ставит ящик копилки, то есть можно и не проконтролировать ту или иную сумму. Поэтому нужно официально в законодательстве внести поправку для контроля тех ящиков копилки, которые ставятся. Еще в 1992 году в Абхазии появился закон о благотворительной деятельности, который определял, в каких формах могут существовать благотворительные организации. Этот закон работает и по сей день. Вообще, во многих странах законодательство устроено таким образом, что стимулирует благотворительность. Бизнес заинтересован участвовать в благотворительных акциях. А как обстоит с этим дело у нас? Это я попросила прокомментировать юриста Олега Папаскире. Закон, который регулирует деятельность благотворительных организаций, был принят в 1992 году, и, к сожалению, с тех пор в него не внесли ни одной поправки. То есть он действует в той редакции, в которой был принят изначально. Насколько он соответствует условиям, в которых сейчас работают фонды? Конечно же нет. За 30 лет закон однозначно морально устарел. Возможно, заложенные в нем принципы и подходы по сей день актуальны и востребованы для этой сферы. Однако мир развивается, появляются новые технологии, новые формы взаимодействия, и однозначно закон должен быть актуализирован, дополнен, чтобы соответствовать и вызовам, и проблемам, и тем требованиям, которые сегодня в этой сфере имеются. Чего, на ваш взгляд, сейчас не хватает? Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно провести прям ревизию, аудит этого закона, и прежде всего проверить его на соответствие практике его применения. Есть норма в самом законе, которая широко, так вольготно, душевно дает массу преимуществ, и есть в том числе преимущества по освобождению от налогов определенных на суммы пожертвований. Это в законе о благотворительности. А есть закон о налоге на прибыль, где эта норма, этот подход, он лимитирован в некий процент. И также, кроме процента, 2%, указано, что она применяется в случае пожертвований в организации по неким отраслям и сферам. То есть, если ты отдал эти же средства в организацию, которая не подпала под критерии закона, то ты этой льготой не воспользуешься. Соответственно, закон, который мы говорим, в нем, как мне кажется, в тексте дефиниции, в тексте статьи, большинство фондов, которые у нас сейчас работают, скорее всего, не подпадают. И таким образом гораздо заметнее, мне кажется, сокращается
объем потенциальных доноров для таких проектов. А по поводу законодательства есть противоречие. Вот законодательство закона о благотворительности 92 года, он вступает в противоречие с другими профильными законами, которыми руководствуется Министерство по налогам и сборам. У вас была такая проблема при ввозе товаров на границе, вас обязали платить НДС. Этот НДС потом сотрудники таможенных органов сами заплатили за вас, как в качестве благотворительности. То есть выгоду они от вас извлечь вот какую-то коррупционную составляющую, она там исключена. Но вот это противоречие в законодательстве. Почему вы не обращаетесь в парламент, чтобы какие-то вот эти противоречия были сняты? Рабочая группа, имеется в виду общественных организаций, которые сталкивались с данной ситуацией, была буквально 3 месяца назад, и мы сформировали письмо на имя спикера парламента. Данное письмо не просто обращение, а еще и предложение для того, чтобы внести поправки о законе об НДС и о законе о благотворительной деятельности, где мы указываем, что мы имеем право как благотворительная организация официально завозить любой груз, как гуманитарный груз, и мы как бы указали свои предложения. И данное письмо, я насколько знаю, уже на стадии рассмотрения. И в ближайшее время, я думаю, что мы будем этим вопросом уже вплотную заниматься с рабочей группой в парламенте. Мы говорим про организацию, которая имеет сертификат. Есть норма, которая говорит, что такая организация освобождается от уплаты налогов, сборов и так далее. Но важно понимать, насколько на практике этот механизм, эта льгота работает полноценно. Потому что если по факту она декларирована, а фонд платит все эти налоги, которые ему вменяют, то, соответственно, он платит эти налоги из чего? Из средств пожертвований. То есть вместо того, чтобы эти деньги потратить на новые покупка какого-то имущества для нуждающихся, для каких-то других проектов, уставных целях, они их тратят на вот такие, скажем так, издержки производственные, которые связаны именно с налогами. Но учитывая, что это особый субъект, конечно, как правило, государство всегда стимулирует, максимально снижая бремя нагрузки на такие организации. Вот. И вот в этой сфере очень важно, конечно, провести, наверное, такую проверку, насколько именно этот подход срабатывает, насколько он успешен, насколько он себя оправдал. С другой стороны, чтобы он не стал лазейкой для мошенников, которые будут им пользоваться, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – это на то, насколько стимулирует законодательство самих меценатов. К сожалению, каких-то ощутимых льгот для бизнеса нет. То есть поддержка бизнеса – это в основном их личная инициатива. Ну и в Абхазии личные какие-то связи помогают. Личных связей учредителя, членов попечительского совета, сотрудников фонда. В маленькой республике, конечно, правила чуть-чуть другие. Мое небольшое исследование в социальной сети показывает, как общество относится к благотворительности. 100% участвующих в опросе считают, что такая деятельность необходима. Опрос также показал, доверяют ли граждане фондам. А вот примерно половина опрошенных готова жертвовать на благотворительность, не думая о том, на какие именно нужды пойдут эти средства. Другая часть считает приоритетом пожертвования на лечение. Вспомнила, благотворительный вечер. Проводит организация, сбор средств. Участники там, не знаю, по 3000 рублей за этот вечер. Собрали средства. Я не знаю, сколько, вот где гарантия, что... А кто проводит? Организация благотворительная какая-то, допустим, не будем называть какие-то благие цели, эти деньги собираются. Где, с моей стороны, как участника вот этого благотворительного ужина, вечера, да, сели, поели, мероприятие прошло. Где гарантия, что эти деньги потрачены? Я не увидела отчет, нет сайта, на который они обещали скинуть этот отчет. Кто их может, во-первых, наказать? Наказать можно за выявленное и доказанное правонарушение. Его надо сначала выявить и доказать. Сам факт вашего прихода на такое мероприятие говорит о том, что вы доверяете изначально, скорее всего, людям, то есть вы готовы, вы пришли, вы дали свои деньги. Но организация существует, она благотворительная. Мне хочется сделать добро. Отчетность формально в законе предусмотрена. Но насколько эта отчетность отражает ваши ожидания? Я же не в банк кладу эти деньги, я пришла, вот человеку отдала эти деньги. Совершенно верно. То есть
формально вы можете всегда спросить у них, куда деньги ушли. Но было 100 человек, вы не знаете там, заплатили 100 человек, кто-то пришел, ушел. То есть вы все равно во многом строите отчасти на доверии, потому что все досконально проконтролировать очень сложно. Допустим, вы правы. То есть пришли на вечер благотворительный, стоит урна, в нее опускают деньги. Кто считает, кто проверяет, кто ее вскрывает, кто потом пересчитывает, неизвестно. А как в странах это делается? Вопрос политики подхода к этой сфере, она может быть жестко регулирована, может быть либерально, то есть свободно. Много зависит еще от правовой культуры. Но, как правило, в тех сферах, когда ты не можешь объективно, досконально проверить что-то, убедиться, ты максимально завышаешь цену ответственности за такое нарушение. То есть ты говоришь, окей, я не могу это проверить, но если я однажды это проверю и выявлю нарушение, то за все твои прошлые периоды ты расплатишься. То есть они будут приравнены, скажем так, тоже таким же недостоверным, даже если они были честные. Этот механизм есть, допустим, в налоговых правоотношениях, но если однажды, через 5 лет, мы вот просто наугад ткнем в одну из транзакций или выясним, что вот эту сумму, которая нам попалась случайно, ты не заплатил, то штраф будет огромным. И человек думает, лучше не буду рисковать, потому что, если ты будешь завинчивать совсем гайки, опираясь на мошенников, то пострадают в том числе и добросовестные участники этой сферы. Тот объем работы, который делают фонды, я уверен, что экономит большие средства для бюджета страны, то есть помогает в этом плане снять нагрузку и эти деньги в другие сферы направить. Как организация отчитывается? Нашей страницы, нашего сайта нет, мы отчитываемся в социальной странице Facebook. Естественно, я вам рассказал, отчитываемся также перед налоговой службой и перед Министерством юстиции. И по нашим всем сборам мы отчитываемся в нашей социальной сети, Facebook, Instagram. Работа таких вот организаций благотворительных – это прежде всего снятие ощутимой нагрузки с государства. Потому что такие фонды, такие организации решают много социальных острых задач, на которые, скорее всего, пока средств не хватает у государства. И если мы не можем сами эти проблемы решить, возможно, стоит просто помогать, стимулировать и давать выгодные и комфортные условия тем, кто готов на эти цели средства аккумулировать, привлекать и их решать. Поэтому я думаю, что задача и в том числе цели регулирования этой сферы в том, чтобы участники этой деятельности благотворительной, они имели максимально комфортные условия. Вы сказали о том, что государство могло бы какие-то преференции создать для меценатов, благотворителей, но государство получает налоги от этих предпринимателей, да, допустим, в виде налогов бюджет получит, государство проводит социальную политику, государство скажет, мы будем проводить за счет этих налогов социальную политику вот этим гражданам, которым помощь нужна. Зачем мы будем создавать эти преференции? Во-первых, это гражданская инициатива, и люди говорят, что мы это сделаем сами. И просто вопрос объема средств, которые привлекаются и доходят из налоговых отчислений бизнеса до конечного потребителя, возможно, иногда работа таких фондов, она случается более оперативно, более эффективно. И в таком случае такие фонды – это такое подспорье, такая помощь государству в этой сфере, потому что она тоже не всесильна. Тут не должна идти речь о конкуренции. Мы лучше, вы хуже, мы больше, вы меньше. Абсолютно тут нет соревнования. Работа, она важнее, чем бюрократия, скажем так. Бывают там случаи, когда там пишут, семья нуждается, там нужно купить какие-то продукты, допустим. Сегодня, сейчас, у них дома еда кончается. Они не могут писать заявку, ждать, пока ее одобрят, рассмотрят, выделят средства, получат где-то еще. Этот вопрос стоит в днях, грубо говоря. Находятся волонтеры, которые выезжают в магазин, купят на небольшую сумму денег продукты семье на неделю, их отвозят. И все. Это как бы повседневная жизнь фонда. Она не упирается в какие-то такие сложности, бюрократии, оформления. Она требует оперативных, эффективных и полезных решений.
Вот, конечно, у 800 органов есть чуть-чуть другая сфера, она может более сложная, более масштабная, и фондам, чтобы быть с ним наравне, нужны другие ресурсы. Поэтому, еще раз говорю, здесь нет конкуренции, ее быть не должно. Россия второй год подряд показывает рекордный уровень развития филантропии. По результатам нового мирового индекса благотворительности Россия поднялась на 30-ю строчку с 67-го места. А еще 6 лет назад она была на 124-й позиции. Основные критерии – это денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство. Абхазии по понятным причинам в этом рейтинге нет. На ваш взгляд, вот что вы наблюдаете за 11 лет деятельности? Насколько мы продвинулись в вопросах благотворительности, волонтерства, пожертвования? Мы стали больше жертвовать, больше этому внимания уделять или наоборот? Мы в первый год своей работы не закрылись. Это говорит о том, что наши граждане активно участвуют в благотворительности. Тенденция увеличивается, потому что открываются все больше новых фондов официально зарегистрированных. Помимо этого, период пандемии показал, что каждый может участвовать и помогать ближнему. Многие из тех, кто в пандемию начал заниматься такой благотворительной деятельностью, они продолжают и по сей день. Меня удивила очень информация о том, что благотворительной деятельностью могут заниматься люди или организации, которые не зарегистрировались официально. Мне кажется, это даже такой на грани какого-то вопроса мошенничества. Конечно, вопрос мошенничества в этой сфере, он очень остро стоит, и сама сфера, как правило, сбора средств, сбора денег на, как обычно, медицинские цели, это, наверное, одна из популярнейших схем мошеннических, особенно с использованием соцсетей, интернета и так далее. И, разумеется, большой объем мошенников в этой сфере дискредитировал саму сферу, саму отрасль. Наверное, одной из задач фонда должна быть, возможно, схема или механизм, который позволяет выявлять таких людей и применять к ним серьезные, эффективные меры наказания и меры ответственности. Вот касаемо исключить мошенничество, исключить мошеннических организаций или движений, в России уже практикуется союз или совет, можно назвать, общественно-благотворительных организаций, то есть некоммерческих организаций, он уже существует. То есть там уже в процессе отсеиваются тех нечистоплотных и нечестных благотворительных организаций. То есть в эту команду уже будут набираться прозрачные люди, то есть они уже сами между собой проходят проверку. Фильтр само сообщество Само будет сообщество устанавливать. уже не только как государство будет фильтр делать, но и сами организации уже будут отфильтровывать между собой. На сегодняшний день мы уже это практикуем, то есть официального статуса мы еще не придали, но одна уже встреча состоялась с благотворительными общественными организациями, где мы уже открыто заявили, что мы готовы отчитываться перед друг другом, то есть это как информацией подопечных и самой отчетности о проделанной работе. То есть данный отзыв, он уже распространился, и эта работа, она сегодня ведется, и мы сотрудничаем так, как с Ашаной, Баракят, вместе, Новоафонским монастырем. То есть это сотрудничество, оно сегодня дает большие результаты. То есть мы не только отсеиваем организации, которые будут дальнейшим мошенничеством, но и тех людей, которые хотят получить какую-то помощь от организации. То есть есть люди, которые обращаются в нашу организацию и параллельно обращаются в другую организацию за одной и той же помощью. То есть у нас уже будет общая картина, и мы будем координировать. То есть та координация, она будет, и сегодня она существует, поверьте. Важнейшим фактором, влияющим на благотворительность, является уровень доверия населения к благотворительным фондам. И уважающие себя фонды, которые заботятся о своей репутации, они обязательно публикуют отчеты. Поэтому наш совет вам, которые хотят оказывать благотворительную помощь, когда вы видите объявление в интернете о том, что та или иная семья нуждается в помощи или какие-то благотворительные акции проводятся, потратьте несколько минут на то, чтобы найти информацию о том, какие фонды представляют эти люди,
проводили ли они ранее какие-то акции, отчитывались ли они о них, это позволит избежать мошенничества.